Человек, которого мы сейчас хотим пригласить к микрофону, после окончания школы планировал стать химиком, биологом или инженером. Но, как вы знаете, все решает случай. Однажды он увидел курсантов, которые убирают картошку. И тут он тоже захотел быть в военной форме. И выбрал профессию – защищать Родину. Его плечи давно украшают генеральские звезды. Генерал-майор Нариман Камильевич Тимиргазин. Тимиргазин Нариман Камильевич, заместитель командующего воздушно-десантных войск России, генерал-майор. Родился в селе Бекмурзино Пензенской области. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством. Медаль Суворова присуждена за участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Уважаемый Владимир Валерьевич, уважаемый Раиль Калимович, большое спасибо за приглашение на этот форум. Для меня большая честь стоять на этой трибуне и выступать перед такой аудиторией. Наверное, небольшой монолог свой я бы хотел начать словами, что не боги горшки обжигают. Я, вот здесь уже было сказано, родился в обычной деревне Пензенской области, в селе Бекмурзино, в обычной семье. Отец у меня был главным инженером колхоза, мать простая учительница в начальных классах. Учился в обычной тоже школе, в 8-летней школе, закончил ее хорошо, в принципе, как и все дети, был окрепренком еще, я успел тогда, пионером, был председателем совета дружины. Стать военным, вот как здесь было уже сказано, я, увидев курсантов, в первый раз захотел, а стать вот именно десантником, мне, наверное, подтолкнуло. Это в 1984 году у меня мой родной дядя служил в воздушно-десантных войсках, вернулся в отпуск на побывку, 1,86 м рост такой. Форма тогда у десантников, она и сейчас хороша, но тогда еще, наверное, лучше была, или примерно такая же была. Тельняшка, берет, наглаженные сапоги, белый ремень, это была гордость. В то времена, наверное, это сейчас, в принципе, уже мы вернулись. Тогда не служить в армии считалось в деревне, вообще это было стыдно, никто об этом даже не признавался. И все хотели служить в армии. Вот тогда я принял решение, что буду военным и обязательно буду десантником. После 8 класса у нас я поступил в 10-11, заканчивал в соседней деревне, 10-летку. Закончил тоже неплохо, но здесь начались у меня родители, вмешивались в судьбу. Как раз это был 92-й год, развал Союза. К институтам власти было очень такое презрительное, наверное, отношение, так я скажу, скорее всего, да, в том числе и к армии. И вот в это время уже служба в армии, и кто пришел служить, тогда 1,5 года, потом год было, служить в армии уже начало считаться, что это зазорно. Если ты не можешь откосить от армии, то ты считаешься каким-то изгоем, а к тому времени отец у меня был главой администрации, и здесь я решаю поступить в училище военное. Считали, что это он делает. Ну и мама мне говорит, все, идешь учиться преподавателем. Неплохо я знал химию, биологию, но отлично закончил. В деревне как раз преподавателя нет, а тогда была бронь. В армию не брали. Вот пойдешь и в армию не попадешь. Я нет, пойду в армию. Все, отец тогда говорит, пойдешь инженером. Но опять судьба вмешалась, у меня дядя был директором райпо, приезжает, говорит, все, мы уже решили, идешь в Вольское училище. Так вот я стал военным, поступил в Вольское училище. В первом курсе я опять свою мечту, я хочу Рязань поступить, отец нет. На первом курсе написал рапорт, хочу поступить в Рязанское, перевестись. Опять отец приехал, командир роты позвонил ему, приехал, порвал рапорт и далее. Но стремился к своей цели, и при распределении в 96 году, все-таки я, когда приехали покупатели, прибежал к десантникам, возьмите меня в ВДВ, возьмите. Ну, говорит, рост у тебя 1,176 только, а мы 1,80 м и выше берем. Я говорю, я оправдаю, вырасту еще. И таким образом взяли меня воздушно-десантные войска, попал служить сразу в Обсков, 96-й год. Тяжелые времена для России были, как раз для армии особенно. Ну, правда, я был холостой, мне как бы попроще было. Времена самые тяжелые, и выдержать было для военных, наверное, когда по 6 месяцев не платили деньги, зарплату, очень было тяжело. Но те, кто стремился, те, кто хотел стать, кто мечтал о службе, те остались в армии и достигали своих целей.
В 2000 году вторая чеченская кампания, в 1999 году и в 2000 году я попал в апреле месяце в Чечню. Служил я как раз, стал начальником продумной службы 104-го легендарного полка 76-й дивизии, где погибла наша 6-я рота. И здесь отдельно вот минуточку просто хочу остановиться на этом, что место подвига оно всегда есть. И наши 84 десантника с 29 февраля на 1 марта стали горой перед бандитами. 84 погибших, из них 13 офицеров, в том числе и наш солдат был из Татарстана, который погиб, награжден орденом мужества. После этого 22 десантника были награждены звездами Героев России. Хочется здесь сказать, что на следующий год будет 20 лет этой трагедии, и мы готовимся к этой дате, будут очень мероприятия такие. И здесь, как бы, вспоминая, я хочу сказать, что место подвига, оно всегда есть. И с этими 13 офицерами я был лично с каждым знаком, лично. И как раз выпускники 96-го года, мои друзья, 4 лейтенанта погибли тогда. И это было, конечно, шок тогда. Но вот, место подвига, оно всегда есть. В дальнейшем, в 2003 году после возвращения из Чечни в 2003 году поступил в Академию телотранспорта, закончил его. Опять же, сперва не хотел, все, уже говорю, достиг всего, подполковник. Нет, здесь, правда, учителя. Я благодарен всем своим учителям, начиная от школы и заканчивая часть тех учителей, которые меня ведут. Здесь присутствует тоже командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Колмаков. Он как раз меня распределял после Академии в 2005 году. Я попал в школу. Спасибо ему большое, учителю, вот, его лице всем учителям. И меня все-таки они толкнули на учебу, поехал, поучился. Возвращаясь, с 2005 года попал служить в Тулу. Служил там до 2012 года, потом опять полковника получил, решил увольняться. Все, говорю, больше не буду, пора штык в землю, пойду народное хозяйство поднимать. Там так как раз тяжеловато пока было и есть. Ну, опять судьба вмешалась, вызывает меня командующий, уже генерал-полковник Шаманов, тогда еще генерал-лейтенант, генерал-полковник Шаманов говорит: ты куда собрался? Он меня татарином называет. Куда ты собрался? Я говорю: это же командующий, все, пора на гражданку. Он такой пример, много было сказано о футболе, ты говорит: знаешь ЦСКА? Я говорю: знаю. А наш Арсенал тульский тогда еще играл в первой лиге. Говорит: знаешь разницу между Арсеналом и тульским Арсеналом и ЦСКА? Я говорю: ну, не знаю, это же командующий. Один, говорит, в высшей лиге играет, а второй в первой только. Вот я тебе предлагаю в высшую лигу пойти. Да я не хочу, я молодой. Все, иди подумай. Через полчаса захожу, готов возглавить. И взял себе заместителей. Вот с 2013 года являюсь заместителем командующего воздушно-десантными войсками. За это время было и Крым, и Сирия, и другие задачи, которые мы выполняем с воздушно-десантными войсками. Женат, жена супруга у меня татарка, тоже с родной деревни. Здесь не жена, только старайтесь выбрать супруг поближе к дому, потому что у нас, когда мы едем в отпуск, у меня, слава Богу, слава Всевышнему, что родители живы, ее мама жива. Мы, когда едем домой в деревню, у нас нет разногласий. Кому первым уехать? Чьим родителям? Не будет. В 2003 году у меня родился сын. Здесь тоже небольшое такое отступление сделаю. Я попал когда в Псков, все-таки он такой западный город, и там мечетей нету вообще, мусульман очень мало, и такое очень сильно развитое, празднуют все мероприятия христианские. А я с деревни, с татарской, и для меня там 7 января, Рождество или Крещение было как-то дико. И я принципиально до 2003 года не отмечал эти праздники, даже не ходил в гости. Но волей судьбы у меня сын рождается в 2003 году, 7 января. И теперь 7 января я накрываю стол, отмечаю день рождения своего сына, а мои друзья вместе со мной день рождения моего сына и день рождения и Рождество, соответственно. Вот так. Бог един. Ну, заканчивая свой монолог, я хочу сказать, что
двумя, наверное, девизами. Это девиз воздушно-десантных войск «Никто кроме нас», «Никто кроме нас». И девиз татар и Татарстана «Без булдравы». И вот когда вам будет очень тяжело, когда уже хотите махнуть рукой и сказать: все, больше не могу, не получается, не хочу и так далее, вспомните эти два девиза и идите вперед, вперед и вперед. Спасибо большое.